Уважаемые коллеги, что хотелось сказать. Начну с того, что хождение на митинге 26-27 марта 2019 года, это было абсолютно законным. Почему я так говорю? Потому как уведомление на проведение этой акции было подано на 3 сутки. Власть в таких случаях в соответствии с законом о 54 федерального закона должны либо отвести другой участок и не сокращать то время, которое запрашивает, если тех или иных акций на той площади не планируется. Власть этого не сделала, и люди пришли, им дали разрешение 26-го проводить соответствующую акцию. Мы все помним, что происходило утром 27-го, когда наши старейшины уговаривали сотрудников полиции дать им хотя бы час-два времени, чтобы поговорить с людьми и увести их с площади. Вот это время им не предоставили. И наоборот было принято решение силовым методом мирно находящихся людей на площади разогнать. В этой связи возникает вопрос, а был ли приказ о разгоне этих людей законным? И нужно ли исполнять приказ, если он носит незаконный характер? Нет, конечно. Если сотрудники полиции изначально приказывают о совершении действий, или же приказ носит изначально незаконный характер, то этот приказ никто не обязан выполнять. Поэтому мы считаем, что приказ о разгоне, силовом вытеснении, и это можно как угодно называть, но факт остается фактом. Этих людей просто пытались насильно с площади разогнать. В то же время установлен факт, что эти люди, все, кто находились на площади перед зданием НТРК Ингушетия, никакой акции утром 27-го не проводили. Это установленный факт свидетелями обвинения на уровне руководства МВД, дали соответствующие показания в суде, что никакого оборудования не было, транспарантов не было, микрофоны все были выключены, никто никаких лозунгов не произносил. В этой связи защита и в суде активно над версией работает. В том, что приказ о разгоне людей был незаконным. Далее. Также в суде установлено, опять же, свидетелями гособвинения, что во время утреннего намаза в толпу была брошена светошумовая граната. Это опять же вызывает определенные вопросы, почему именно в этот период времени эта граната была брошена и зачем это надо было, кому это надо было. И связывая все события в единый пазл, так сказать, защита приходит к выводу о том, что давая незаконный приказ о силовом вытеснении, кидая в толпу во время утреннего намаза светошумовую гранату, цель, по нашей версии, заключалась в том, чтобы людей как-то взбудоражить, вызвать с их стороны какой-то негатив по отношению к силовикам и так далее, и в дальнейшем в отношении этих лиц принимать какие-то активные репрессивные методы. Поэтому мы считаем, что изначально все это было незаконно. И сам факт изначально освобождения Зарифы, потом нарушение всех мыслимых, немыслимых законов, национальных законов, вернув ее в СИЗО, не имея на то никаких оснований и даже не выдерживая трехсуточный период, который законом отведен, мы видим, что суды в данном случае действуют предвзято, незаконно, необоснованно. И поэтому в любом случае защита не сдается и будет работать в дальнейшем активно. Почему? Потому как сдаваться, опускать руки и сказать, что исход дела очевиден, это сказать, мы согласны всем тем, что вы делаете с ингушским народом. Это неправильно, я считаю.
И те, кто высказывает такого рода мнения, мне лично их высказывают, мне лично и пишут, и звонят, и говорят, зачем тебе это надо, все равно ничего не добьешься. Нет, хотелось бы гражданам сказать, помните, вот, когда изначально всех граждан стали привлекать к административным ответственности, тогда еще тоже казалось, что задействована военная техника, вертолеты и так далее, вывозили людей по административным делам в соседние регионы на вертолетах. И тогда тоже всем казалось, что это бесполезно, но все-таки в защите удалось определенное количество административных дел выиграть, прекратить по ним производство. Так и в нынешнем деле определенные сдвиги есть, и результатов мы добиваемся. Если не добьемся на национальном уровне, то, естественно, есть Европейский суд по правам человека и основных свобод. Будем туда обращаться, но ни в коем случае опускать руки, сдаваться не надо, а тех лиц, которые призывают и активно доводят свое мнение до окружающих, будь это свадьба, похороны, неважно, при личной встрече, о том, что бесполезно, не надо там ничего делать, переживать там и так далее, их все равно посадят и надолго. Это не так. Сдаваться в любом случае нельзя. Мы будем добиваться справедливости в рамках закона и всеми возможными в рамках закона инструментами, будь это на международном уровне. Результатом можно добиться. Главная поддержка и далее автобахты и ваш доллар дадды. Далмогыч на стена от угол паш. Башка халт.